Так, Дуслар, всем здравствуйте, всем добрый пятничный, ну почти, наверное, вечер, 3 часа. Не будем размениваться, то что у нас там есть еще несколько часов до вечера. Вот, сегодня, значит, у нас стрим, очень, наверное, такой незапланированный, вот, но мы к этому стриму готовились с Искандер Абы Измайловым. И этот стрим посвящен, продолжает дискуссию нашу татаро-башкирскую, предпереписную. Наверное, многие люди нашего YouTube-канала «Татары мира» знают такого персонажа, о котором я не раз делал мои выпуски. Кстати говоря, просто проверка связи, если что, да, Дуслар, напишите, как там связь, все ли нормально. Вот, в общем, я в своих видео не раз рассказывал о таком интересном персонаже, как Азат Бердин. Мы его считаем, значит, башкирским этномародером, потому что он занимается, входит в группу экспертов, которые занимаются переписыванием истории, значит, татар Башкортостана. Ну и в то же время, значит, они являются трансляторами вот этой вот идеологии башкиризации татар в Башкортостане. В общем, Азат Бердин на страницах издания «Пруфы», который принадлежит, значит, племяннице Муртазы Рахимова, Рауфе Рахимовой, сделал 2 публикации, где, значит... Пока 2. Пока 2, да. Ну, там обещается какая-то серия. Мыльная опера. Да, в общем, там он, значит, упомянул, значит, Искандера Абы Измайлова, да, и, значит, Бахтияра Искандеровича. Да, много кого еще. Да, там Ильдара Габдрафикова, там всем досталось, даже великого и ужасного Дамира Исхакова упомянул. Вот. Не побоялся. Да, ну, на всякий случай его назвал великим и ужасным, да, там, всемогущим или как-то так. Вот, в общем, мы с Искандер Абы прочитали все эти его, ну, как их назовем-то? Опусы. Опусы, да. Где-то они очень смешные, на самом деле. Вот. Посмеялись и подумали, что как бы это ни было грустно, но нужно дать ответ на такие смешные опусы. Не на все. Не на все. Да, да. Да. Почему? Ну, потому что, я не знаю, вот я как бы погружен во всю эту литературу, что успели, значит, написать эти башкирские этномародеры о татарах, и в том числе о Татарстане и о татарах Татарстана. Нас просто почему-то всегда обвиняют, то, что мы лезем в Башкортостан. Нет, это эти ребята к нам лезут, и мы сейчас им, значит, будем отвешивать ответ. В общем, я погружен в эти тексты, я обнаружил, у них есть какая-то странная методология. Вот они, когда начинают свою позицию определять, да, вот высказывать, транслировать, они делают для того, чтобы она казалась аргументированной, авторитетной, ссылки на какие-то тексты, на какие-то источники, на каких-то авторов, на каких-то исследователей. Я, значит, дальше думаю, ну да, я познакомлюсь, на кого же они сослались. Прохожу по ссылке дальше, ну или прям иду в этот исторический источник, который они упоминают. Оказывается, они оттуда вырвали из контекста тот тезис, то предложение, тот аргумент, который защищает их аргумент, но решили закрыть глаза на все другие вещи, которые на самом деле работают против них. Например, так было вот недавно в фильме Салавата Хамидуллина про Мишар, где он, значит, вырывал из татарского этноса, из татарской нации мишарей и делал из них такую самостоятельную, значит, этническую единицу, с которой там всю историю, значит, дружили там этнические башкиры, да, ссылаясь на, значит, письмо мишарского депутата Абдулкадыра Абдулкаримова, типа, этот мишарский депутат говорит, вот мы мишари такие все отдельные, а вот там вот казанские татары, они там сами по себе, и вообще мы с Иваном Грозным вместе ходили и их Казань брали. Вот, я прошелся по этому историческому документу, а на самом деле в этом историческом документе этот мишарский депутат пишет, как весь 18 век все мишарское население Башкортостана просто утюжило все эти башкирские восстания. Да, никакой Казани. А Казань он это просто сделал... Ну, время было такое, когда надо было показать лояльность императору, что вот мы там
царский скипетр держим еще со времен Ивана Грозного, вот, просто проявление лоялизма, да, такого. Вот. А на самом деле это статья, ну, то есть письмо вот этого мишарского депутата Екатерине Великой, ее администраторам, оно-то на самом деле такое, против башкир направленное. Ну, спасибо Схату Хамидуллину, что он поднял такой исторический источник, я его, значит, полностью пересказал, у меня в выпусках есть. Вот, значит, Искандер Абы прочитал ту же самую статью и тоже нашел. Да, сам Да, теперь ему добрый слово. вечер, да, дорогие слушатели, дорогие зрители. Мы всегда обещали, что у нас будут свежие новости о прошлом. И вот сейчас как раз такой момент. Мы бы хотели поговорить не о злобе политического дня, а поговорить о некоторых исторических вопросах, некоторых проблемах, которые беззастенчиво искажаются нашими башкирскими партнерами. Партнерами в кавычках. Почему? В жирных кавычках. Ну, во-первых, надо сказать, что в самом начале необходимо очертить некоторые рамки. Бердин считает, что это рамки некого аквариума, и что вот вся татарская историография сидит в таком аквариуме, а вокруг происходит какая-то научная жизнь, и эта жизнь развивается. А вот мы сидим в своем аквариуме и не замечаем проходящие мимо жизни. При этом он ссылается на слова уфимского историка Михаила Роднова. И мы заинтересовались, что же такого, почему башкирский, советский, российский историк, доктор наук Михаил Роднов вдруг так решил унизить своих коллег из Казани и из Татарстана, поместив их в аквариум. И что же, и что же выяснили? Да, а выяснили мы то, что, оказывается, господин Бердин на самом-то деле очень сильно, я бы так сказал, исказил слова Роднова, его цитату. Смотрите, значит, действительно, вот вы поняли, да, схему, значит, Бердин ссылается на историка, который там на Роднова, а этот историк, значит, считает, что у нас такая замкнутая историческая наука. На самом деле Роднов написал свою вот эту критическую статью на реферат. Фразу, да. Да, вот эта фраза, она посвящена, она помещена, значит, в этом критическом разборе одного автора диссертации в нас в Татарстане. То есть, еще раз, Роднов написал эту статью применительно к конкретной работе конкретного исследователя, а не ко всей науке. И, значит, Роднов задается вопросом, как же этот автор диссертации в Татарстане решил проигнорировать труды историков из Башкортостана? Разве что там в Татарстане историки и историческая наука аквариумная? То есть это даже не было прямое утверждение Роднова, он просто это сделал как бы такое вопрошание, да, вопрос. Но Бердину надо было замочить нашу, значит, татарскую историческую науку и наших татарских историков, поэтому он модернизировал цитату Роднова в прямой выпад, в прямое превратив ее в констатацию. Да, в констатацию. И при этом надо сказать, что вне зависимости от того, прав ли Михаил Роднов, когда критикует эту самую диссертацию, оставим это пока за скобками. Скорее всего, даже он в чем-то был прав. Но здесь вопрос такой, может ли ученый из Уфы своих коллег поместить в какой-то аквариум? Что же получается? Он себя считает человеком, который находится вне этого аквариума. Ну, а если он сидит в другом аквариуме, значит, и смотрит из этого аквариума на чужой аквариум, чем он лучше? Поэтому в любом случае это слишком опрометчивая и слишком фраза, которая не красит Михаила Роднова как
историка, как крупного специалиста. Но я бы хотел отвлечься от вот этих некоторых наших каких-то взаимных критических стрел, а обратиться к реальности. Вот давайте посмотрим, кто действительно сидит и находится в аквариуме. Мы в Казани, ну, допустим, вот давайте возьмем историю татарского народа с древнейших времен, семитомник. Вообще в написании этого тома участвовало несколько десятков исследователей, причем большая часть их была не из Казани. Одних зарубежных специалистов можно насчитать пару десятков. При этом это такие замечательные ученые, специалисты, как Юлай Шамиль-Оглу, например, Лазерини, Михаил Кемпер, Алан Франк, Пол Уэрт и целый ряд еще других ученых. Принимали участие в написании истории нашей истории татар и наши башкирские коллеги, уфимские, и Флорид Сунгатов, и Владимир Александрович Иванов, и мы им благодарны за их вклад в написание истории. А что же с историей Башкортостана? Мы смотрим, например, том, который... Я уже не говорю про тома более раннего периода, а смотрим тома, которые 2 тома редактировал сам Михаил Роднов. И что же мы видим? Это чистый аквариум. Там кроме уфимских ученых больше никого нет. И этот человек смеет называть своих коллег, что они сидят в аквариуме. Так, видимо, это какая-то зависть к тому, что у него такие маленькие, такие тесные аквариум, в то время как у нас скорее не аквариум, а я бы назвал его океанариум. И поэтому никак мы не можем принять обвинений в том, что у нас какая-то замкнутая, националистическая и, как говорит господин Бердин, зацементированная наука. Ну, цемент, конечно, есть, но он не того свойства, который хочет он подчеркнуть. У нас и достаточно критики, и самокритики, и дискуссий, а вот в то время как наши башкирские партнеры отнюдь не готовы к дискуссии. Давайте посмотрим. Вот совсем недавно проходила замечательная 2-я сессия по этногенезу и антропологии башкир. И что же вы думаете? Значит, мало того, что она была окутана морем мрака, прямо как для арабских ученых страны Севера, и более того, всем рассылали участникам специальное уведомление, чтобы ни под каким видом казанские ученые не узнали и, не дай бог, не приехали, значит, на эту сессию. И потом коллеги писали нам и говорили: ну, извините, вот было такое требование организаторов. И там, конечно, при большом стечении местных специалистов, они обсуждали, конечно, какие-то этнические проблемы истории башкир. Ну, конечно, вот это и есть аквариумная историография, когда мелкий между собойчик в маленьком аквариуме, они не приемлют никакой критики, не приемлют никаких дискуссий и даже, наоборот, отгораживаются даже не стеклянными, а металлическими стенами от своих коллег и от дискуссий, и возможных дискуссий. А может, мы поддержали бы их концептуально. Но, не знаю, зато там были подписаны договора, о которых вот как раз в своем письме нас уведомляет господин Бердин, о том, что институт Рановский взялся обследовать и составить программу по языкознанию. Я не знаю, почему институт, который занимается там системным анализом, почему вдруг он занимается еще и языкознанием, а во главе, значит, этого проекта почему-то стоит Анна Нормандская, которая вообще не владеет никаким тюркским языком. И
как она собирается разбираться в диалектологии татарского и башкирского языка, такой сложной узле проблем. И при этом этот договор заключается Рановским институтом с правительством Башкортостана. Ну, не с Академией наук, не с институтами, то есть это правительственный заказ. Ну, видимо, они хорошо свою продают научную репутацию. И понятно, что у нас кто заказывает музыку, тот ее, собственно, и получает соответствующего качества. Так что я думаю, что мы со временем получим из этого Рановского института некоторые указания на то, что теперь будем считать мензелинский диалект татарского языка башкирским. Но еще раз говорю, это только в Уфимском аквариуме, пускай и если туда запустили некоторых золотых рыбок из Москвы, это не помешает мировой науке продолжать считать население и Икскобельского междуречия в основном татарским, а мензелинский диалект, распространенный как на территории Татарстана, так и на территории Башкортостана, считать диалектом татарского языка, поскольку за этим стоит огромная историография, огромное количество экспедиций, огромное количество опубликованных материалов, целая научная школа и историография, а не просто какие-то заявления в СУИ, сделанные на каком-то междусобойчике, и еще и без приглашения татарских лингвистов и диалектологов. Поэтому мы не считаем эти мнения авторитетами и будем придерживаться своей точки зрения. Искандер Абы, немножко добавлю интересных сюжетов в то, что наука вот этих вот уфимских стратегов, этномародеров, тоже аквариумная. В общем, есть такой известный исследователь Ногайской Орды у нас в России, Вадим Винцерович Трипавлов. Он написал очень фундаментальный труд, который я вот недавно стал читать и как бы обрабатывать, через себя пропускать. Я писал на него отзыв на докторскую диссертацию. Вот. В общем, я стал у него читать в этом его фундаментальном труде, а это 700, по-моему, страниц, 800 да, страниц, даже больше, где, значит, посвящена вот, часть его, значит, вот, повествования, да, вот этого научного, о таком территории, как Ак-Идель-Улус. И, в принципе, там картина получается такая понятная, что, значит, после взятия Казани вот эта вот территория, она переходит под контроль Ногайской Орды. И тут у меня возникает вопрос. Стоп! Но ведь нам же вот эта вот башкирская аквариумная наука говорит о добровольном хождении башкирских племен в состав русского государства через, значит, получение жалованных грамот от самого Ивана Грозного. Я так понял, что Ногайская Орда, вообще история Ногайской Орды, она просто не воспринимается аквариумной наукой. А ведь было же такое государственное, ну, как бы, образование. И да. Более того, Вадим... Нет, и самое главное, а где проживали эти башкиры, и какие племена, и какие земли вступили в российское подданство? Да. То есть это еще когда существовала Ногайская Орда? Или они какое-то имели автономное существование? Вот-вот. Вот. Я еще также читал, значит, семитомник наш по истории татар. И там есть исторический источник, значит, ярлык Сахибгирея, казанского хана, видимо, одному из своих ближайшего окружения, аристократу, да, на территорию владения у реки Ик. И вот Вадим Винцерович Трипалов в сносках, подстрочнике говорит, что эта грамота сохранилась, но вот слово «река Ик» написано другими чернилами и написано другим почерком. Уж не является ли это такой исторической фальсификацией? А я напомню, что на этот ярлык Сахибгирея кивают наши уфимские, значит, стратегии мародеры, когда там говорят, вот у нас там были племена ириктинцы, вот, значит, им сам казанский хан дал владение, вот там у нас, значит, у реки Ик.
То есть, в принципе, вот Вадим Ну, Винцерович там, да. Трепалов-то получается персона нон-гранта в Уфе. Хотя, да, он был автором одного из томов, второй том истории Башкортостана, и автор большой статьи по эпохе Золотой Орды. Дело в другом. Это один из ярлыков, но сохранились сведения еще, по крайней мере, о 4 ярлыках, которые даны были татарскому мусульманскому населению в верховьях Ика и Белой. И это доказывает, что там, по крайней мере, во второй половине 16-го, начале 17 веке проживали татары вне всяких башкирских племен. То есть это, об этом же и, как я докладывал на нескольких конференциях, в частности в Актаныше, что практически с эпохи Золотой Орды эти территории были плотно освоены земледельческим мусульманским населением, вплоть до среднего течения Агыдели. То есть получается, что татары здесь проживали, по крайней мере, с 13 века. Там были, конечно, колебания, то есть это население иногда отступало прямо к низовьям этих рек, но оно было неизменным и постоянным на этой территории. Как только условия политически менялись, они тут же осваивали эти самые территории. Поэтому это никакие не припущенники, никакие не мигранты. Татарское население в Икско-Бельском регионе – это коренное население, которое живет здесь испокон века. И практически это единственное, собственно говоря, коренное население. Потому что башкирское население проникать начинает в эти регионы как раз после присоединения края к российскому государству, когда оно стало выполнять вот эти вот самые служебные функции и получать в земли за то, что несло определенную пограничную службу, охраняя, собственно, вот это вот податное земледельческое население. Ну, нашей целью, конечно, не является сейчас просто рассказать об всей истории Башкортостана. Мы это уже делали, и я думаю, что и в дальнейшем тоже будем специально об этом говорить. Нам важно отметить некоторые такие узловые моменты, узловые точки, которые являются очень важными, и вот в этом нашей дискуссии, споре, они вызывают наибольший интерес. Потому что на каждое слово и на каждое нелепое возражение Бердина отвечать бессмысленно. Это мы должны будем сочинить такую же мыльную оперу еще в 2 раза длиннее. Никто это не способен осилить. Тут главное сосредоточиться на главных узловых моментах. Ну, например, он в своем письме говорит, что да, действительно, тут я ошибся и сказал, что старобашкирский язык – это поволжские тюрки. Конечно, вот это все равно, что как латынь является общим языком для французов и итальянцев, и испанцев. И, соответственно, должны быть сделаны оговорки. Ну вот татары первые начали, значит, они присваивают себе поволжские тюрки. Ну, а поскольку, значит, это наше общее наследие, то, соответственно, мы и тоже можем претендовать на это, хотя с некоторыми оговорками. Так вот, надо огорчить нашего дорогого партнера. Дело в том, что, разумеется, латынь, когда мы говорим, которая является основой для языков и литератур Италии, Франции, например, и Испании, то мы имеем, конечно, в виду классическую римскую латынь. Если же речь идет о средневековой латыни, то уже достаточно давно, по крайней мере с 8-9 веков, в этих государствах сформировалась своя местная литературная традиция. И
во Франции после Каролинского возрождения своя, в Испании при королях Наварры, Арагона, Кастилии своя, в Италии, разумеется, своя. Она многим отличалась от этого, но то, что они использовали латынь, не позволяет, например, историкам и культурологам из Италии претендовать на наследие, например, французского средневековья и не объявлять, например, автора исторических хроник Фруассара предтечей итальянской исторической литературы. То же самое, как и французы не претендуют. Есть такой замечательный персонаж Матфей Парижский или Мэтью Пэрис. Очевидно, то или происходит, судя по его прозвищу, то ли учился во Франции, ну а так он всю жизнь прожил в Англии и писал исторические труды по истории Англии. И даже великую хронику, то есть описывал мировые события. Но в центре находилась Великобритания. Так вот, я нигде не читал, чтобы французы объявляли Матфея Парижского французским историографом. Хотя вроде бы все говорит за это. Но почему-то наши башкирские партнеры считают возможным, используя то, что значит, они когда-то использовали поволжские тюрки в позднем Средневековье, раннем Новом времени, почему-то всю литературу на тюрки считать своей башкирской, частью своей башкирской литературы. И причислять к башкирской литературе и Кулгали, и Мухаммедьяра, и Тажидина Елчегула, и многих-многих-многих других. Но, простите, поволжские тюрки действительно это литературный язык, в первую очередь, конечно, Золотой Орды. И эта литературная традиция, как государственного общепонятного языка, сохранилась именно у татар, у которых она существовала вплоть до нового времени. Именно поэтому татары, хотя и не часто, но иногда называют поволжские тюрки как старотатарской литературной традицией. Но башкирский язык никакого отношения к поволжскому тюрки не имеет. И сказать, что поволжские тюрки – это литературный башкирский язык, это не просто против истины пойти, но и вообще поглумиться против этой самой истины, поскольку башкирский язык и башкирский литературный язык – это совсем другой язык по сравнению с поволжским тюрки и старотатарским языком. То, что представители башкирской интеллигенции, особенно в XIX веке, писали на этом языке, не дает им права присваивать этот самый язык. Это все равно, что как мексиканцы, используя испанский язык, отнюдь не могут претендовать на наследие Лопе де Веги и других выдающихся испанских литераторов. Поэтому я думаю, что здесь нужно оставить какие-то экивоки и в конце концов навести порядок в этом самом историческом наследии. Иначе наши этномародеры будут так и раздирать у нас и отбирать наше литературное и культурное наследие. Искандер Лерунович, Искандер Абы, дайте мне слово тоже. В общем, я сделал заготовочку по разбору Бердина. Искандер Абы вот сейчас сказал про, так сказать, башкирские тюрки и так далее. Далее, значит, есть такой момент в одной из статей Азата Бердина, да, значит, он говорит так, значит, у татар есть национализм, это очень книжная, а потому догматичная идеология, которую с упрямством неофита интеллигенты переносят с бумаги на жизнь. Отсюда и удивительные татарские районы Башкирии, которых, утверждает Азат Бердин, не существует в природе. Есть и будут районы Башкортостана,
со значительным процентом, иногда большинством татарского населения. Так же, как нет в РБ районов башкирских, русских и так далее. Значит, что нам хочет сказать Азат Бердин? Он хочет сказать, значит, мы тут, в Казани, сидим такие, мы татарские, значит, националисты, да, и придумываем там в Башкирии, значит, татарские районы, которые вот локализуем, вот это вот северо-запад Башкортостана. Вот это он нас обвиняет в том, что мы занимаемся фантазиями, да, что мы, значит, сочиняем, фантазируем, да. Значит, я беру, открываю газету от «Красная Башкирия» от 1931 года. «Красная Башкирия», номер 133. Значит, в этой газете есть простенькая, интересная статейка, которая названа так. Колхозы доказали свое преимущество. То есть в этой статье журналист советский пишет о количестве, значит, моторотракторных станций, значит, о том, как колхозы строятся, как там посевы проходят, там, как советские крестьяне работают, да. То есть абсолютно ничего, что связано с этнической идеологией, там, с татарским национализмом. Просто человек, который вот погружен в совсем другую сферу деятельности, а именно в то, как идет сельскохозяйственная, как течет сельскохозяйственная жизнь в Башкортостане. И вот я, значит, в этой газете читаю: по 11 татарским районам посевов в колхозах на одно хозяйство приходится, значит, 6 гектар. То есть по 11 татарским районам. Значит, в 1931 году советский журналист в газете, там, значит, «Советская Башкирия», да, пишет 11 татарских районов. И в этой статье опять упоминается 11 татарских районов. Татарские районы, татарские районы. Напомню, это 1931 год. То есть со года образования Башкирской АСР прошло 12 лет. А в печати, в массовой печати, да, советская газета, она распространялась хорошо, все еще пишут о татарских районах. О чем это говорит, друзья? Это говорит о том, что люди все еще помнили, что когда-то была не БАСР, а была Уфимская губерния. А Уфимская губерния – это татарская Уфимская губерния. И все. На этих территориях должно было произойти плебисцит о принадлежности их после образования Малой Башкирии для этих самых районов Уфимской губернии, и должен был произойти плебисцит по поводу самоопределения населения или к Татарстану, или к присоединению к Малой Башкирии. Но, к сожалению... Не получилось. Да, ну нет, да, советское правительство пошло по пути присоединения двух как раз уездов, оставшихся Уфимской губернии, к Малой Башкирии. Да, мы тут в Казани прекрасно знаем этнический состав, например, Бишбулякского района. Мы знаем, что в этом районе есть значительный массив населения не только татарский, но и чувашский. Мы знаем, что, значит, в Татышлинском районе есть удмуртские деревни, и в других северо-западных районах есть там марийские и другие деревня. Там в Ильшевском районе есть Кряшинская деревня, князь Елга, да, Кряшинско-татарская, удмуртская, да. Мы знаем это все, но у людей, точнее даже вот у этого автора статьи, значит, «Советская Башкирия» за 1931 год, было четкое понимание, что исторически-то северо-западные районы Башкортостана, они татарские. Почему? Потому что раньше входили в Уфимскую губернию, Уфимский уезд, точнее. Вот. Это не мы тут в Казани придумали. И это не татары в Башкортостане придумали. Это была такая историческая память. Башкортостан не смог идеологически там заасфальтировать эту территорию, там, повесив на нее ярлык. Тут башкирские районы. Не получилось. Память-то есть, она же воспроизводится.
Вот, в принципе, пока вот у меня вот такой, я хотел бы отбивочку сделать по Азату Бердину. Искандер Абы, вам слово. Да, но здесь надо уже перейти по существу дела. Когда мы говорим о том, что один из таких больших ключевых вопросов, когда мы говорим о самосознании, о переписи, ну, возникает вопрос о некоторой такой двойной идентичности. И я думаю, что Азат Бердин там много и весьма туманно рассуждает о том, что это такое, и из его рассуждений невозможно понять. Он даже пытается привязать к сторонникам этой двойной идентичности, например, и Кузеева, что, на мой взгляд, является совершеннейшей дичью. В том месте, на который он ссылается, говоря о том, что Кузеев якобы поддерживает эту точку зрения. Вторая страница. Да. Наверху. Да. Вот, там с первой страницы начинается. Ага. Вот, Кузеев. Да, Раиль Гумерович, да, нету здесь. Это, он говорит, ну, во-первых, эта фраза, судя по ее лексике, она написана очень давно, даже с точки зрения современной науки, поскольку... Ну, давайте мы тогда своими словами... Да, Раиль, вот. В Башкирии есть отдельные группы населения, которые имеют нечеткое представление о своей национальной принадлежности. В период всеобщих переписей они попадают в состав то одной, то другой народности, тем самым оказывая влияние на результаты переписи в данном районе или республике. В то же время башкиры северо-западных районов сохранили многие специфические особенности своей национальной культуры. И что особенно важно подчеркнуть, подавляющее большинство сохранило национальное самосознание, свое убеждение в принадлежности к башкирской социалистической нации. Ну, я не нашел, на что ссылается. Я думал, что это серия припринтов, которые подготовил Раиль Гумерович, когда готовил свою книгу «Южное Приуралье». Но там не нашел такого. А в самой книге там это все, очевидно, какое-то еще более раннее сочинение. То есть, представляете, это представление Раиля Гумеровича о ситуации в Башкортостане и о переписи в Башкортостане в районе еще до 1989 года. Потому что указания на... У него есть, кстати, там и слова довольно обидные о том, что башкиры так и не сложились в нацию и складывались в нацию только уже в советское время, к 60-70-м годам они стали вроде бы как социалистической нацией, а до этого были социалистической народностью. Но это такой своеобразный научный мазохизм, который применяли советские историки, поскольку никаких других механизмов не было. Но сейчас-то мы уже можем совершенно по-другому говорить об этом. И еще раз повторяю, многие исследователи, когда говорят о двойной идентичности, по сути дела имеют в виду некий казус, который случился на этой территории. Это когда люди говорят на татарском языке, но при этом в паспорте у них написано, что они башкиры. Или, как правило, в силу ряда обстоятельств это случилось, но для людей нет никакого когнитивного диссонанса в этом. Они
как считали себя в большинстве своем татарами, так и продолжают считать. А паспорта и вот всякие дела, связанные с вот этой самой личной лояльностью, особенно в советское время, где пятая графа играла важную роль, это была дань вот этой самой лояльности. При этом они продолжали говорить, писать и учить в школе именно татарский язык. И вот здесь я не вижу никакой вот этой самой двойной идентичности. Или что вот она такая сложная вся из себя, и что это некая ситуативная позиция, характерная во многим для этих регионов, причем в специфических советских условиях. Вот сейчас, когда отменили пятую графу в паспортах и вообще, то это уже не представляет никакой проблемы. И именно поэтому главный удар современные этномодельеры, да, сделали на татарский язык. Для того, чтобы привести в соответствие вот этой самой записанной и во многом иллюзорной башкирской идентичностью, которая закреплялась в паспортах, пытаются привести в соответствие и их язык. И это встретило категорическое сопротивление. И особенно это сильное сопротивление это вызвало в 80-е годы, когда вплоть до того, что Егор Кузьмич Легачев выступил на одном из партийных форумов и вынужден был, немыслимое дело, критиковать башкирский обком за перегибы, националистические перегибы на местах. Ну, то есть вал обращений в Москву был настолько силен, что даже партия вынуждена была реагировать. Тут, когда мы пытаемся вот поднять эти вопросы, нам пытается, значит, ничего другого не найдя, наши башкирские партнеры пытаются подсунуть, значит, такую тему, что вот на территории Мензелинского уезда жило в 897 году, значит, столько-то башкир. Ну, разные цифры. Ну, около 130 тысяч. Там чуть меньше, некоторые говорят, чуть больше. И вот это вот население по переписи 26 года показало 0% башкирского населения. И это приводится и вот как раз в ответе Бердина как факт, ну, такого цементирования татарами, значит, внутренней ситуации в республике, которые заставляли, значит, всех признаться башкирами. Ну, во-первых, перепись 26 года, если мы посмотрим на вообще условия ее проведения, она вообще не предполагала никакого административного давления, особенно вот в области этнической деятельности. Например, те же самые типтяри, которые должны были, значит, там фиксироваться, они то же самое показали резкое падение. И не на территории даже Татарстана, на территории Башкортостана. То есть мы можем тоже говорить, значит, что там произошла ассимиляция типтярей. Но мы уже говорили, я разбирал этот самый вопрос. И в трудах Риф Якупова все это прекрасно изложено. Потому что типтяри это как раз и был самый такой важный момент. Они не были никакой этнической общностью. Это была настоящая, четко профилированная общность социальная, то есть сословное общество, куда входили и чуваши, и марийцы, и татары, и часть башкир. И именно поэтому, когда сословные перегородки после российских революций пали, то и сами типтяри прекратили свое существование, потому что жизнь в новом советском государстве нужно было выстраивать совсем по другим принципам. И образование-то в школам надо было давать по национальному языку,
Поэтому люди сразу вспомнили, на каком языке они... То есть если раньше до этого они ходили в мектеб или там приходские школы, то здесь стал вопрос, значит, что и где и как будут им преподавать. И сразу стал вопрос о национальной идентичности. Но это один из аспектов. Другой аспект – это, понятно, 26-й год по сравнению с 1897 годом. За это время произошла мировая, японская война, мировая война, 2 революции, гражданская война, крестьянские войны и голод на этой территории, который свирепствовал наиболее сильно. И после этого, понятное дело, что демографическая ситуация просела даже без всяких переписей. Поэтому заявлять о том, что в Татарстане как-то там съели на обед 150 тысяч башкир, это по меньшей мере нелепо. Даже Михаил Роднов там в своих трудах пишет, что там на самом деле уже к 20-м годам численность была гораздо ниже и, к моменту образования республики. В целом это еще раз подчеркивает, что башкиры – это сословие. И как только, значит, эти сословные перегородки пали, сразу же возник вопрос, значит, а кто мы, собственно говоря, и на каком языке мы будем получать образование, как мы будем встраиваться в систему. Ну и понятно, что никакого другого выбора, кроме как записаться в татары, у населения не было. Да и я думаю, что не особенно как-то возникал этот вопрос. Но Бердин там передергивает, он замалчивает тот вопрос, который был задан в переписях уже второй половины 20 века. На территории Татарстана всегда есть большая группа башкир. И она остается неизменной. И колебания вот ее численности, они укладываются в рамки, собственно, как раз демографических изменений. С некоторым там возросла численность башкирского населения, это связано со строительством КАМАЗа и притоком населения из Башкортостана. И никаких провалов, никаких исчезающих там народностей, никакого цементирования национальной принадлежности в Татарстане не было. Но в то же время, если мы посмотрим на то, что происходило в Башкортостане с 1959 года, то мы увидим резкие колебания, которые никак не объяснимы никакими демографическими причинами. Они объясняются только одним – политическим диктатом и административным давлением. Немножко, значит, прерву Искандера Леруевича и тоже выскажусь по поводу двойной идентичности. В общем, смотрите, какая ситуация по поводу двойной идентичности. Да. Да, мы еще зачитаем интересную статью Дмитрия Гринбурга, на которую ссылается Азат Бердин, да. Но, значит, по поводу двойной идентичности. Азат Бердин упоминает такого, значит, уфимского исследователя Ильдара Габдрафикова. Ильдар Габдрафиков действительно, он он признает, что есть наличие двойной идентичности, но, насколько я знаю позиции Ильдара Габдрафикова как ученого, он имеет в виду татаро-башкирские семьи. И вот здесь вполне возможно, что у папы башкира, у мамы татарки, или у отца татарина, у мамы башкирки родится ребенок, у которого будет такая этническое сопереживание, что он и к этому народу относится, и к такому народу относится. И это двойная идентичность. Но на самом деле, когда мы понимаем, о чем говорит Азат Бердин, когда говорит о двойной идентичности, о том, что якобы большой массив населения там, на северо-западе Башкортостана, то татары, то башкиры, да? Нет, друзья, смотрите, есть... я просто общаюсь, значит, с краеведами, татарами из Башкортостана, и они всегда указывают на один очень интересный, очень важный факт, который, между прочим, спокойно вы, наши зрители, можете без меня перепроверить. Буздякский район считается татарским районом. В основном там населяли, значит, мишари. И в этом Буздякском районе есть самая старейшая
башкирское поселение, деревня Канглы-Тюркеево. Там живут такие башкиры, которые разговаривают на башкирском языке. Они всегда из Уфы просили и выписывали себе именно учителей башкирского языка. При этом они находятся в окружении татарском. Там никто не заговорил на северо-западном диалекте башкирского языка. Туда пришел через Уфу этот вот, значит, литературный башкирский язык, и он был принят тамошним населением. И я просто видел несколько видеоматериалов наших этих, это мародеров, да, где они, значит, спрашивают у людей там в Буздякском районе, типа, кем вы являетесь по национальности. И люди, значит, там говорят, мы вот из Канглы-Тюркеева, но переехали в Буздяк, в этот районный центр. Все, вся карта сложилась. Значит, теперь с этого периода мы Буздякский район называем башкирским. Не так. И вот смотрите, у жителей этого башкирского поселения Канглы-Тюркеева не сформировалась никакая двойная идентичность. Они себя чувствуют полноценными, цельными башкирами. Там нету вот этого вот завтра я башкир, а послезавтра я татарин, да, а сегодня я опять башкир. Я такого нигде не видел. Вот. И краеведы из, значит, татары из Башкортостана мне говорят, Ильнур, такие же деревни есть в Аскинском районе, такие же деревни есть в Краидельском районе. А это, я отмечу, это уже там чуть ближе к востоку, к северо-востоку Башкортостана, да. Там есть вот такие кусты, башкирские поселения, они вот, ну, незначительные, но они находятся в окружении татарском. И там у людей литературный башкирский язык прижился, он и был у них там, но у них нету двойной идентичности. И если там посмотреть, например, вот наш этот журналист из Татмедиа Рамис Латыпов ездил в Илишевский район, несколько деревень, да, он там побывал, у людей спрашивают, есть башкиры местные? Они говорят, да, есть, из Уфы учительницы башкирского языка приехали. Люди не могут в своей душе как-то вот, и сегодня я так, а завтра я этак. Нет. Люди чувствуют себя целостными. Проблемы могут быть у людей, у которых, как бы сказать, вот эта вот смещенная идентичность. Ну, есть такие люди, там, известные очень. Ну, это сравни болезни, это все, как мы и говорили, когнитивный диссонанс. Да, это вот, как вы себе представляете, я прочитал книгу, и оказывается, я не тот, кто я был всю жизнь по национальности, а дай-ка я поменяю. Такое, кстати, было с филологом, который сочинил северо-западный диалект башкирского языка, с Таиром Баишевым, да? Я думаю, это был политический заказ. Да, скорее всего, просто в 30 лет, когда он якобы осознал, что он на самом деле башкир, у него просто появились кое-какие карьерные возможности, и там он решил выбрать карьерно выгодную, значит, стезю, национальность, карьерную, да, профессию, да. И это все это всех личностей касается. Альберт Исмаил, например, вы знаете все его, да, по нашему каналу, тоже, видимо, ему хорошую должность предложили. И вот я не знаю, если ему квартиру в Казани предложат, он обратно откроет в себе татарина, нету? А потом предложат еще большую квартиру обратно в Уфе, да? Да, и он так будет... Торговать своей идентичностью. Хороший бизнес. Да, квартиры. Да, в общем, поэтому двойная идентичность, вот у меня есть гипотеза, я пока еще как бы аккуратно с вами делюсь. Скорее всего, вот эти вот люди, которые там в советское время фиксировались еще, да, когда в паспортах фиксируешь башкиры, и они разговаривают на татарском языке, может быть, это моя гипотеза, я не профессиональный историк, может быть, у них просто была вот эта вот по инерции идущая сословная идентичность. Да, конечно, просто скорее как предположение, просто по инерции, потому что сословная идентичность, она же тоже не сильно-то выветривается. Люди столетиями жили своими сословными идентичностями. Вот. А тут они как бы сказали, ну, мы были крутыми землевладельцами, башкирами, да, татарский язык наш родной, а чем мы должны перестать быть крутыми башкирами, землевладельцами в период Советского Союза? Ну, это уже так, это уже какие-то рудименты, может быть, и не суть тренда. Но вот, в общем, не было никакой двойной идентичности. Люди четко понимали, где они татары, где они башкиры. И есть очень много единичных случаев, когда люди для того, чтобы сделать карьеру,
еще что-то там, квартиру получить в Уфе, да, становились башкирами. Ну, да. Да, теперь вот... Становились ли они башкирами? Вот в чем вопрос. Дело в том, что тут Азат Бердин сослался в одном месте, когда говорил о исчезновении, значит, вот этих 150 тысяч башкир в Мензелинске, на статью прекрасного историка. Да, что... Да, зачитайте, значит, если бы забывали только Кузеев. Да. О том же писал в числе многих американский исследователь Дмитрий Горенбург. Но я его лучше процитирую при ответе на следующий пассаж. Странное дело, но с численностью башкир в Татарстане за все годы советской и постсоветской власти никаких странных, выражаясь языком Азата Бердина, амплитуд не происходило. Она последовательно росла и сокращалась без всяких невыразимых подъемов и падений. Ну, то, что мы уже сказали. Что нам эта цитата хочет Азат Бердин, значит, сказать? Да, он дальше приводит сведения из как раз статьи, значит, вот этого самого Горенбурга, а дальше говорит: я намеренно цитирую на этот раз не Кузеева, Томашевскую, Янгузина или иного отечественного этнологи, который, как простодушно признал Измайлов, ваш покорный слуга, неизвестной науке, очевидно, аквариумной, а именно американского автора, причем такого, которого татаристы сами охотно цитируют, исследовавшие именно двойную идентичность Татарии и Башкирии, которую легко достать в сети, в надежде, что и наш оппонент его будет читать внимательно. Мы с благодарностью принимаем этот самый пас нашего дорогого партнера и читаем замечательную статью, действительно, Дмитрия... Портрет вот так вот улыбающийся, значит, американец. Да, во все 32 зуба. В солнечной Вирджинии написал статью о нас, о татарах и башкирах. Вот, пожалуйста, нагляднее всего, это график из его статьи. Значит, вот по четкой, по прямой линии это количество башкир в Балтачском районе, а прерывистое это татары. Никакой двойной идентичностью такой вот этот самый амплитуду такую объяснить невозможно. Что и, собственно говоря, и замечательно делает наш американский коллега. Он пишет: смотрите, в 1939 году 53% населения Балтачского района составляют татары. 24% башкир. То есть, смотрите, половина, значит, у нас... Да. Нет, вот. вы читайте, я буду озвучивать цифры. Значит, половина у нас, значит, это татары и четверть башкиры. Дальше, значит, как... Через 20 лет, в 59-м, татар осталось 17%. 17. Мы с 50% упали до 17%. А башкир увеличилось до 62. То есть было 24, стало 62, ну, практически умножим на 2,5 раза. Через 10 лет в районе осталось 6% татар. 6% татар. И 74% башкир. 74% башкир. А еще через 10 лет, в 89 году, произошло полная рокировка. Башкир стало 22%, а татар 59%. Это этот феномен никакой двойной идентичности или что люди колеблются в ту или другую сторону, как себя называть, объяснить невозможно. И что это и делает, значит, наш дорогой коллега. Прерву. Значит, Балтачский район сегодня считается питомником для того, чтобы появился отдельный мишарский народ в Башкортостане. Не удалось убашкирить местных татар, значит, сейчас уфимские стратегии... Зайти с задней стороны. Решили район полностью омишарить. Ну, смешно, конечно. Да, что там дальше? Да, он пишет прямо, американский автор, вне нашего аквариума. Рост численности башкир в 59-79 году, вероятно, в значительной степени обусловлен действиями властей в период проведения всеобщих переписей населения. В частности, административного давления на респондентов с целью заставить их записываться башкирами. Вот так вот. То есть, пожалуйста,
Это не какой-то татарин отпетый, полностью закодированный и зацементированный. Американский исследователь из нашего аквариума прямо отвечает господину Бердину: никакой тут двойной идентичности искать не надо. Все решилось простым административным давлением. Причем интересный факт, который он подчеркивает на основе своих источников. Кроме того, Уфа требовала от районных администраций получения определенной доли башкир. Если этого достичь не удавалось, переписные листы возвращались на места с требованием улучшить эти данные. Но найти еще больше башкир уже было негде. В 70-х годах таких квот не требовали. И это вызвало отток небольшой части башкир в составе татар. Наконец, проанализировав национальную принадлежность населения сел северо-западного Башкортостана, Коростылев предложил, что причиной резкого увеличения численности башкир в этом регионе в 1970 году был нажим переписчиков на людей и даже подтасовки. Внимание! Не может быть в Башкортостане подтасовки, да, собранных сведений. Что же происходит? Удивительное дело. Вот этот сам в 1989 году, который и Бердин в своей статье сказал, что это как раз произошел нажим, значит, башкир гнобили, травили и всячески изгоняли, и это вызвало увеличение числа татар. А что же пишет человек не из его аквариума, а американец? Вирджиния. Во-первых, демократизация общественной жизни и горбачевские реформы, которые сделали привилегии, основанные на национальной принадлежности, безнравственности, множество подобного рода льгот было ликвидировано. В результате многие татары, ранее записавшиеся башкиры с целью получения привилегий, вновь стали татарами. Во-вторых, демократизация ограничила возможность нажима на людей со стороны властей и осложнила проведение пропагандистских пробашкирских кампаний, и многие из них восстановили свою этничность. Я не понял, Бердин, когда ссылался на этого американского автора, он успел прочитать только первые 3 страницы, а дальше его рассеянного внимания не хватило, чтобы прочитать что-то большее? Или он думал, что мы будем поступать так же и не дочитаем это самые статьи до конца? Но дальше он, я имею в виду, конечно, американского историка, идет глубже и раскрывает, собственно, механизм, который использовался тогда башкирами. Этот самый механизм пытается сказать нам и господин Бердин. Вот что он пишет. Не буду отмечать забавную обусловленность несгибаемости отсутствием давления. Почему-то несгибаемость воли проявляется только при перестроечной администрации Хабибуллина, а при всех остальных администрациях, советских и постсоветских, исходя из логики вашего покорного слуги, воля оказалась на удивление сгибаемой, гибкой, грамотно говоря, при Ленине, Сталине, Хрущеве, Брежневе, Андропове, Черненко, Ельцине, при Нуриеве, Шакирове, Рахиме, Хамитове. И только при Горбачеве, проклинаемом ныне решительно всеми, ну, это его личное мнение. Я-то как раз считаю, что это великий государственный деятель. Воля вдруг проявила свою несгибаемость на 1 год, а потом стала опять гибкой. Подождите, давайте мы посвятим наших, значит, зрителей, которые не в курсе того, что написал Бердин. Значит, о чем Бердин, получается, здесь пишет в этом отрывке? Он говорит о том, что на самом деле власть никогда не давала поблажек башкирскому национализму, а выполняла очень гибкую роль. И только при Горбачеве она проявила достаточно жесткости для того, чтобы продавить татарскую позицию.
и нейтрализовать как бы влияние башкирского обкома. Но это довольно спорный То есть вывод. советские правители держали в узде башкирский Да, обком? получается, да, наоборот. Логика перевернутая. То есть получается так, что до этого как бы не было такого давления, и численность башкир росла. А при Горбачеве, значит, он остановил башкир, и тут же, значит, выросла численность татар. Ну, здесь получается, еще раз говорю, получается, что народ какой-то пассивный и не имеет вообще какой-то решительно своей четкой национальной идентичности. Что власть сказала так, он стал двигаться туда, власть сказала эдак и дальше. Но мы же знаем, что на самом деле так не бывает. Как ни пытаются наши партнеры сломать сейчас татарскую идентичность, ничего не получается. Но механизм-то тут вот какой. И об этом нужно говорить. Пользуясь тем, что они признают диалект, на котором говорят татары северо-западных районов, они под этой маркой пытаются внедрить туда башкирский язык. То есть привести в соответствие вот эту самую, сначала или по паспорту, или по переписи, записывают всех башкирами, а потом говорят, ну как же вы, башкир, изучаете татарский язык? Надо и татарский язык убрать, и привести в соответствие. Вся логика всех исторических построений, вся логика административных и политических действий башкирского руководства и этих самых этномародеров направлена на то, чтобы сначала объявить все это население башкирским, на что население в принципе готово пойти, ну, как назови хоть горшком, только в печь не ставь. Но при этом, когда начинается давление на язык национальный, который они считают татарским, и преподают его, собственно, и изучают его, и говорят на нем, как на татарском, то вот здесь недовольство народа начинает вскипать, как волна. И вот это недовольство уже в 89 году и смело прежнее руководство. И тогда, единственный раз, когда, собственно, говоря, перепись прошла сравнительно демократически. Сейчас происходит почти та же самая картина. Просто, как говорит сам господин Бердин, надо действовать более мягче, а к людям более, значит, проще. То есть не надо сразу, значит, менять язык. Надо объявить его, значит, вот северо-западным, и пускай пока они изучают его как башкирский, привыкнут, что он называется башкирским, потом мы будем его внедрять как башкирский. Но в любом случае наступление идет на то, чтобы вымыть этот самый язык. И тогда легче будет, если уже будет язык, значит, заменен на башкирский, тогда легче будет, собственно говоря, ассимилировать и говорят, ну вы считаете татар, на самом деле, какие вы татары? Вы же говорите на башкирском языке, и у вас столько уже там диалектных элементов. Вот и вся наука, значит, внутри нашего аквариума говорит, что все эти золотые нарманские рыбки говорят, что все у нас все хорошо, все, вы действительно башкиры. Вот тут есть интересный пассаж Азата Бердина. Значит, он тут плюется на книжку татары Уфимского уезда, где, значит, есть информация о первых 4 ревизских сказках. Это очень важные ревизские сказки, потому что до выхода этой книги татары Уфимского уезда наши башкирские, это мародеры-стратегии, называли
всем тем людям, которые интересуются своими родственниками, своими предками, территорией, деревней, землей, откуда они происходят, да, вот архивными вот этими всякие запросы делают, да, типа вот хочу узнать, кто раньше жил. И когда люди доходили до этих первых 4 ревизских сказок, значит, и в башкирском архиве, а там, кстати, работает один из мародеров, Азат Ермулин, да, все в Башкирии говорили этим людям, первые 4 ревизские сказки сгорели, пропали, утонули, их нету. Хотите узнать, кто ваши предки? Вот, читайте 5-ю башкирскую ревизию, 5-ю ревизскую сказку, а там везде башкирцы упомянуты. Кто вы по национальности? Правильно, башкиры. Вот так работала наука, значит, по башкиризации. И вот эта книга, она, в принципе, дает уже по-другому взглянуть, как на самом деле происходило, кто на самом деле проживал на территории Уфимской губернии, Уфимского уезда. Но что меня, значит, задело? Значит, Азат Бердин плюется, там критикует татар Уфимского уезда, обещается сделать удар по этой книге. Ждем его удар, чтобы потом ему ответочку навесить. Но он тут пишет, есть мощная серия книг «История башкирских родов», 40 томов, получившая блестящие отзывы Института востоковедения РАН. Татарские общественники назвали СМИ многотомной зажигалкой и жаловались на нее чуть ли не до спортлото. В общем, друзья, я у нас на канале «Татары мира» разбирал историю башкирских родов. Это самая откровенная ложь. Я нашел даже конкретные места, где авторы этой истории башкирских родов цитируют исторический источник. А если посмотреть, как на самом деле выглядел этот исторический источник, там написаны татары. Но авторы истории башкирских родов переписали татары на башкиры. Вот. В общем, у меня есть подробный разбор этих, значит, книг. Но что меня еще задело? Значит, Азат Бердин плачется в этой своей статье. Значит, на авторов истории башкирских родов был написан донос ФСБ. Мне лично довелось отвечать на этот донос и публично, и заявившимся в наш институт компетентным товарищам. Ну хорошо, да, ФСБшники пришли к Азату Бердину. Но в этой же самой статье Бердин упоминает нашего казанского историка, доцента Ильнура Миргалиева, Ильнура Мидхатовича Миргалиева, у которого тоже были проблемы, потому что башкирские общественники, а именно конкретно общественная организация «Башкорт», во время Рустема Хамитова написала донос на Миргалиева за то, что тот на канале ТНВ произнес, что якобы на территории исторического Башкортостана раньше были татарские государства. Ильнур Мидхатович Миргалиев имел в виду тогда, конечно же, и Акидель-Улус, и Ногайскую Орду. Вот что он имел в виду, называя это татарскими государствами. Но башкирские общественники быстренько написали донос и в Следственный комитет, и так далее, и очень сильно, значит, испортили жизнь, ну, в тот период. Была фальсификация слов. На самом деле таких слов он вообще не говорил. Да, и вообще... И пришлось сделать расшифровку этой записи для того, чтобы доказать, что эти общественники просто гнусные доносчики, лживые и неприятные. Да, а то, что Азату Бердину пришли ФСБшники по поводу истории башкирских... Я, кстати, не верю в эту историю. Да, ну, если даже они действительно пришли, к сожалению, надо еще раз Может, они не выходят оттуда от него? Надо вернуться туда еще раз, потому что есть за что предъявить претензии авторам истории башкирских родов. Возвращайтесь, уважаемые компетентные органы. Нужно. Да, вам слово. Да, я думаю, что тут мы уже достаточно... долго. Наверное, что-то надо оставить и на будущее, тем более, что эту мыльную оперу, наверное, наши друзья будут продолжать. Ну, давайте мы тогда... Значит, здесь вот я хотел сказать. Один, ну, такие, что называется, крокодиловые слезы. Вот плачется наш оппонент и партнер, значит, Бердин,
принципиальная разница между башкирской стороной и татаристами. Башкирия всегда рассматривает любое будущее только вместе с большой татарской общиной в своем составе. Потому что братья, доля языка, диалекты – это следующий вопрос. А вот татаризм нет. Везде, где он добивается господствующего положения, должен стать тотальным. А спорные группы просто исчезнуть. Сначала на бумаге. Вот так и произошло с башкирами Мензелинского уезда в Татарстане, с нагайцами в Астрахани. Но это было давно. Уверен, больше такого не повторится. Ну, прям это, как это говорят, не простим, да? Не забудем. Не забудем, не простим, да. Но если посмотреть, что в ответ на это говорит не из нашей песочницы, американский исследователь, опять, которого с любовью цитировал Бердин. Ведение обучения на башкирском языке вызвало массовое неприятие населения региона. Несмотря на то, что часть татароязычных башкир поддерживала лозунг «один язык, один народ» и перешла на башкирский язык, подавляющее большинство их стало считать себя татарами. До перевода обучения в школах на башкирский язык местные татароязычные башкиры имели негласный договор с башкирским государством с 20-х годов, считая себя этническими башкирами, хотя говорили по-татарски и много восприняли от татарской культуры. Это произошло вследствие слабого воздействия башкирской общественной идентичности на личную. И они получили привилегии, но после этого начался нажим на них. И цель перевода среднего образования на башкирский язык было стремление властей заставить местное население перевести свою культуру и язык в соответствии с ее общественной этнической идентичностью, нарушив таким образом негласное соглашение. Это к вопросу о том, что эти самые башкирские наши партнеры, да, на самом деле волки в овечьей шкуре. То есть, прикрываясь разговорами, прям пробивает слезу, когда он говорит, потому что братья. Так вот, на самом деле, когда только им раскрыли братские объятия, они это самой волчьей пастью готовы загрызть и отнять то немногое, что у людей осталось. Их родной язык и их идентичностью. Поэтому я говорю, люди, будьте бдительны, помните, что в единстве наша сила, а наш единый и неделимый татарский народ жил, жив и будет жив, несмотря ни на какие происки вот этих самых этнических модельеров и этномародеров. А я со своей стороны тоже хочу резюмировать и тоже хочу высказаться по поводу вот этой вот крокодильи, значит, слезы по поводу Азата Бердин, да, по поводу «мы, татары и башкиры, братья». Есть такой исследователь, лингвист, ученый из Башкортостана Тимур Мухтаров. Он, значит, задействован в коммуникациях между Казанью и Уфой, является участником круглых столов миллиарда татар, которые проходят в Уфе и в Казани. В принципе, этот исследователь считает, что, значит, на северо-западе, если и живут татары, то пусть разговаривают на своем татарском языке. Ну, вроде как вот такой вот очень даже лояльный, значит, татарскому сообществу. Но буквально недавно я на страницах издания «Интертат», который ходит в Татмедиа, на татарском языке прочитал его интервью Рамису Латыпову, в котором, значит, Рамис Латыпов говорит Тимуру Мухтарову: слушай, ну вот наши народы, вот, ну, мы как, братья или нету? И Тимур Мухтаров на татарском языке, ну, может быть, на башкирском, я не знаю, значит, подлинник, ну, подлинный язык оригинал, на котором брался интервью, он говорит: перестаньте нас считать братьями, мы соседи. Все. Это мнение общественника, который, в принципе, лояльно относится к татарскому населению в Башкортостане. Вот так вот. Мы не братуганнар, а мы, значит, соседи. Как соседи по-татарски забыл? Ну, в общем,
соседи, все, Куршеляр, да, без Куршеляр, все. Эта позиция вот такая вот транслируется человеком. А теперь это у него еще такая промежуточная позиция. А вы представляете, что на самом деле думают вот эти вот жесткие, радикальные башкиризаторы по отношению к татарскому народу? Мы не верим во всю вот эту вот крокодилью слезу Азата Бердина. Мы прекрасно понимаем, что их позиция – это аннулировать татарское население в Башкортостане. Ну, конечно, они об этом не будут писать. Но кто будет писать в современном мире об этом, когда есть Роскомнадзор, суды и прочее, прочее? Они пишут аккуратно. Ну вот перепись как раз и есть, да, вот полигон, на котором они отрабатывают свои технологии. Именно поэтому нужно четко бороться за свою идентичность через госуслуги, через другие каналы. Хотя башкирские госуслуги я, честно говоря, очень мало верю. После того, как тут один из политических иммигрантов, который давно уже живет за границей, представил, значит, в телефоне ссылку на госуслуги, где ему сообщали, что он в Уфе якобы прошел вакцинацию и должен заполнять дневник самонаблюдений. Я уже и в госуслуги, которые действуют в Башкортостане, не очень верю. Но тем не менее, другого пути нет. Пишите письма в Конгресс татар. Уже получено более 300 жалоб на действия переписчиков из Башкортостана. Необходимо бороться с этим произволом, и мы так и победим. Да, и, наверное, все-таки я еще хотел бы обратиться к настоящим башкирам, шын башкортларга. Да, друзья, на самом деле мы не настроены против вас, против простых жителей Башкортостана. Мы не призываем вас переписываться срочно в татар. Вы прекрасно говорите хамахахас на своем башкирском языке, и это хорошо. Мы ратуем за то, чтобы у вас был крепкий, хороший башкирский литературный язык. Используйте его в повседневности. Мы, татары, прекрасно понимаем ваш башкирский литературный язык. Я, например, с удовольствием захожу к башкироязычным общественникам в Фейсбуке и немножко учу башкирский язык, читаю их, значит, башкирскую кириллицу, да, их башкирский язык. Мы не настроены против башкир. Более того, мы прекрасно понимаем, что, значит, юго-восточная, восточная территория Башкортостана сейчас, ну, вот это вот Зауралье, да, не в самом хорошем виде находится, да, там проблемы с экономикой, с финансами. Люди едут на заработки в Сибирь, на севера, ну, на север, да, там вот обслуживают эту нефтяную трубу, да. Мы все это прекрасно понимаем. Но так получилось, что идеологи в Уфе, эти, в кавычках, стратеги, да, вознамерились почему-то вот поссорить нас. Я не согласен с Тимуром Мухтаром, я не считаю нас просто соседями. Я считаю, что татары и башкиры действительно братья. Потому что если он говорит соседи, то соседи вообще-то отделяет стена. И как он собирается эту стену воздвигнуть между северо-западными татарскими районами Башкортостана и юго-западными районами, где живут настоящие шын-башкортлар? Как? Это же опасно. Татарстан заинтересован в том, чтобы ну, я просто говорю как татарин из Казани, я не говорю от имени всего Башкортостана или там руководства Башкортостана, я просто как казанский татарин, я действительно, у меня просто так получилось, что нету родственников за Ками, я вот именно казанский татарин. Мы заинтересованы в том, чтобы в Башкортостане наши татары жили с башкирами Башкортостана в мире, и чтобы татары Башкортостана чувствовали себя тоже хозяевами в республике, потому что они тоже участвовали в создании республики Башкортостан. Мы, на самом деле, заинтересованы в этом. Мы не разжигаем. Ни в коем случае. А разжигают такие товарищи, как Азат Бердин. Ну, как есть фраза «вместе и наравне». Мы не должны уничтожать друг друга. Мы должны жить вместе, как друзья, как братья, вместе, но наравне. Спасибо. Да, Дуслар, всем большое спасибо. Там потом будет тайм-коды под этим интервью, под этой нашей беседой, стримом.